Холода в Таджикистане еще не идут на спад. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что из-за всего этого пришлось пережить населению. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Нет воды, проявите терпение. Вот такой ответ от местных ЖЭО и ГУ. Душанбе водоканал может получить каждый житель столицы Таджикистана в эти морозные дни, когда не поступает к его квартире вода или дому из-за частых аварий. С наступлением холодов в Душанбе возникли перебои с водоснабжением жилых кварталов. В нескольких микрорайонах и на некоторых улицах уже третьи сутки нет воды. Жители домов по улице Насира Мухаммада, кварталов Испечак, Заравшон, 101 и 102 микрорайона, в ряда улиц района Шохмансур говорят, что у них нет воды, а жители других микрорайонов жалуются на низкий напор, вследствие чего вода не поднимается на верхние этажи. В эти холодные дни люди вынуждены таскать воду из улицы или соседних домов, где есть вода. Особенно трудно с канализацией в квартирах, где есть несовершеннолетние дети. Жители дома номер 22 в Махале Заравшон уже обратились с открытым письмом к мэру города Рустаму Имамали. По их словам, местный ЖЭО вместо того, чтобы исправить ситуацию, призывает к терпению. Жилищно-эксплуатационные участки города из-за того, что нет ТСЖ или другой обслуживающей организации, в настоящее время по договору выполняют эту функцию, то есть собирают деньги за вывоз мусора, ремонт домов, в том числе тепло и водоснабжение. Конечно, за это жильцы им платят фиксированную сумму. Когда из-за холодов в некоторых подъездах трубы вышли из строя, ЖЭО перестало отвечать на жалобы жителей. Зачем решать, если можно просто не отвечать на телефон? Между тем, ГУП Душанбе водоканал на своей странице в соцсетях предупредила население о том, что в эти зимние дни и ночи работа предприятия увеличивается, потому что одной проблемой является нехватка питьевой воды в старых домах хрущевской постройки, которые из-за отсутствия подвала были подключены к трубам извне и подверглись промерзанию. Частое возникновение аварий происходит в том числе из-за очень холодной погоды. Душанбе водоканал также призывает население проявлять терпение, хотя подвалы, трубы с питьевой водой находятся не в рамках услуг компании, но по указанию руководства сотрудники спешат на помощь горожанам, чтобы не допустить подобных ситуаций и перебоев с водой, обещает предприятие. Между тем, в Душанбе реализуется проект улучшения водоснабжения и водоотведения общей стоимостью почти в $46 миллионов. По соглашению, подписанному в 2018 году, $41 миллион финансируется Азиатским банком развития, а 4 миллиона является вкладом правительства Таджикистана. Как вы относитесь к тому, что Таджикистан получает огромные деньги на то, чтобы улучшить ситуацию, но она почему-то никак не улучшается, и к тому, что людей просто игнорируют? В этом году АБР одобрил дополнительное грантовое финансирование в размере $38 миллионов для проекта по восстановлению и расширению инфраструктуры водоснабжения и санитарии в Душанбе. Руководство АБР ожидает, что в результате реализации этого проекта 125 тысяч человек получат круглосуточное водоснабжение и 500 тысяч человек улучшат условия канализации. В 2020 году Всемирный банк выделил $30 миллионов для улучшения состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в районе Сино города Душанбе. Проект охватывает более 100 тысяч человек. Системы водоснабжения и канализации в Душанбе ухудшились из-за изношенности, отсутствия капитальных вложений и неадекватного технического обслуживания. Недостаточное понимание населения вопросов водосбережения в сочетании с низкими тарифами приводит к значительным потерям воды. Услугами канализации обеспечены только около 70% населения Душанбе, говорится в сообщении АБР. Проект также предусматривал установку 40 тысяч бытовых счетчиков воды в целях повышения экономии воды, облегчив тем самым проведение мониторинга и выставление счетов за потребление воды. Наряду с покрытием своих расходов, необходимых для очистки и производства воды, Душанбе водоканал также продолжает текущий ремонт инфраструктуры и реконструкцию своих объектов. Если одна группа работников принимает участие в производстве питьевой воды, другая часть занята ликвидацией аварий водопроводных и канализационных сетей, отмечают в предприятии. Но о том, что будут холода, предупреждали заранее, и все прекрасно об этом знали. Почему они к этому не подготовились? И почему в Таджикистане так любят красивые приемы, праздники, все, что вызывает шик, особенно наш президент. А представьте, если бы его не встречали так масштабно, а все эти деньги перевели на ремонт тех же труб. Наверное, бы у нас уже не было проблем с водой. Как вы думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.